Школьный научно-методический фестиваль «Розовый фламинго» проводится в стенах нашей школы с 1998 года и 7-й раз расправил свои крылья в стенах нашей школы. Фестиваль проводится с целью распространения обобщения педагогического опыта наших педагогов. Проводится по различным номинациям: «Лучший молодой учитель», «Самый классный», «Преданность родной школе», «Лучший учитель школы», «Лучшая научно-методическая кафедра». Первый день сентября закружил листвой, осень птицей летит вдоль родных дорог. Лето кончилось вчера, в школу всем идти пора, и зовет нас звонок снова на урок. Над страною заливаются звонки, утром в школу вновь идут ученики. Класс веселый, возвращаемся к друзьям. Здравствуй, школа, расставаться нам нельзя. Над страною заливаются звонки, утром в школу вновь идут ученики. Класс веселый, возвращаемся к друзьям. Здравствуй, школа, расставаться нам нельзя. Ты, учитель, нас всех научил мечтать, и уроки твои не забудутся. Пусть мы школьники пока, знаем мы наверняка, все мечты наши светлые сбудутся. Над страною заливаются звонки, утром в школу вновь идут ученики. Класс веселый, возвращаемся к друзьям. Здравствуй, школа, расставаться нам нельзя. Над страною заливаются звонки, утром в школу вновь идут ученики. Класс веселый, возвращаемся к друзьям. Здравствуй, школа, расставаться нам нельзя. Будем петь, будем жить любить, и отчизну под солнцем цветущую не забудем никогда. Наши школьные года и звонки на уроки зовущие. Над страною заливаются звонки, утром в школу вновь идут ученики. Класс веселый, возвращаемся к друзьям. Здравствуй, школа, расставаться нам нельзя. Над страною заливаются звонки, утром в школу вновь идут ученики. Класс веселый, возвращаемся к друзьям. Здравствуй, школа, расставаться нам нельзя. Сколько радости, сколько тревог,
Разве самая справедливая мудрая? Дорогие коллеги и друзья школы, наши родители, наши уважаемые гости, сегодня присутствует у нас специалист нашего ИМО Марина Валерьевна, поэтому наши ученики сегодня здесь присутствуют. Разрешите мне то мероприятие важное в жизни нашей школы, которое проводится один раз в 2, в этот раз в 3 года, считать открытым. Розовый фламинго. Смотр методической работы школы. Школа большая, школа огромная, 112 учителей, 1900 детей. И сегодня я могу сказать, что действительно школа за эти 2 недели показала очень хороший уровень методической работы. За эти 2 недели было проведено почти 200 уроков учителей. Ну и вы все слышали, я перечислять не буду, сколько заседаний кафедр, сколько открытых уроков на наши номинации. О номинациях тоже вы сейчас услышите, Любовь Николаевна скажет об этом. И они перед вами. Поэтому каждый хотел быть первым. Но, к сожалению, конкурс есть конкурс. Жюри было, вы видели, достаточно строгое, в которое входил и представитель управляющего совета школы, и ученики нашей школы, и родители. И поэтому по баллам, которые мы выводили, победил тот, кто победил. Так определило жюри. Но я считаю, что в этом конкурсе нет проигравших. Потому что все, кто подготовился и выступал на этом конкурсе, вы знаете, разница в баллах минимальная. 1 балл, 2 балла, 0,8 балла. То есть практически уровень выступлений был очень таким высоким, я бы сказала. Учитель. Он всегда был и будет основным звеном в работе школы. И о каких бы мы новых технологиях ни говорили, учитель был и останется работать в школе. Я надеюсь, нас с вами роботами не заменят и компьютерами, да? И поэтому, когда у нас совсем недавно был педагогический совет, и мы с вами проводили дискуссию о том, каков должен быть учитель новой школы, какова роль учителя в ведении федеральных государственных образовательных стандартов ПГОС. Мы много сказали о новых технологиях, и все же любовь к детям, доброжелательность, доброжелательная атмосфера в классе, в коллективе, в школе, это должно оставаться. И самое главное в работе – это быть нужным, и любовь к детям, я думаю, было и будет и останется. Я хочу поблагодарить всех учителей. Вот сегодня я вижу, действительно, все готовы, все такие подтянутые. И сегодня, я думаю, покажут себя все самые еще лучшие стороны на завершающем этапе и получат заслуженные награды за этот смотр методической работы. Я еще хотела сказать несколько слов о Любовь Николаевне Ноевой, заместителю директора по научно-методической работе, которая 6 апреля уже 20 лет как возглавляет школу, как завуч по научно-методической работе. Она продолжила дело нашей уважаемой, замечательной Валентины Ивановны Кубашевской, которой уже давно нет в живых, но премия Кубашевской установлена в школе по сегодняшний день, и мы чтим память этой замечательной женщины. Так, продолжаем, смотрим фильм.
конце апреля в старом парке тает снег, и веселые качели начинают свой разбег. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди, только небо, только ветер, только радость впереди, только небо, только ветер, только радость впереди. Взлетая в вышине, неведомая преграда, крылатые качели летят, летят, летят. Крылатые качели летят, летят. Детство кончится когда-то, ведь оно не навсегда. Станут взрослыми ребята, разлетятся кто куда. А пока мы только дети, нам расти еще расти. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Взлетая в вышине, неведомая преграда, крылатые качели летят, летят, летят. Крылатые качели летят, летят, летят. Шар земной быстрее кружится от весенних кутерьмы, и поют над нами птицы, и поем, как птицы мы. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди, только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Взлетая в вышине, неведомая преграда, крылатые качели летят, летят, летят. Крылатые качели летят, Ну, номинация самая достойная. Молодежь наша, что-то я не вижу до станции молодежи. О, все. Вот посмотрите, чтобы вам столько же и больше лет проработать в 26-й школе. Вот это мое пожелание молодым нашим. Вот сегодня перед вами звезды, я говорю, как их назвать? Потому что вы все знаете этих учителей, все с высшей категории, все замечательные педагоги, которые пользуются огромным уважением среди учителей, родителей и учащихся. Хотела сказать, звезды нет. Это бриллианты 26-й школы! Ура! Слава нашим замечательным учителям! Диплом вручается Михайловой Елене Ивановне. Диплом вручается
далека, он зовет меня в чудесные края. Слышу голос спрашивает строго: а сегодня что для завтра сделал я? Прекрасно и далеко, не будь ко мне жесток, не будь ко мне жестоко, жестоко любовь от чистого истока. Прекрасно и далеко, прекрасно и далеко, я начинаю путь. Я клянусь, что стану чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда. Слышу голос и спешу на зов скорее, по дороге, на которой нет следа. Прекрасно и далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко любовь от чистого истока. Прекрасно и далеко, прекрасно и далеко, я начинаю путь. Прекрасно и далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко любовь от чистого истока. Прекрасно и далеко. В прекрасном